прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Национальный праздник и сотрудничество через дружбу. О визите Рустама Минниханова в Туркменистан. Салават Мухаммадуллин. Арестованные просят помощи. Каким-либо образом украсть деньги просто было физически невозможно. Чем предпринимателям готовы помочь юристы и общественники, узнал Дмитрий Аренин. Великой Победе большое празднование. В этом году мы отказались от сцены принципиально для того, чтобы максимально открыть площадку для зрителей. Где будет парад в этом году? Какой маршрут у Бессмертного полка и как будет выглядеть новый монумент в Парке Победы? О программе на 9 мая Зарина Ахметова. В Татарстане огнеборцы готовятся к горячим майским праздникам. Наши дети локализовать огонь. На масштабных учениях по ликвидации пожаров побывал Рамиль Галиуллин. В Татарстане могут пройти Дни культуры Туркменистана. Об этом стало известно во время визита в Ашхабад Рустама Минниханова. Здесь он встретился с президентом страны, местными татарами и стал гостем для небесных коней. Это ахалтекинская порода скакунов, которой уже 5000 лет. Как отмечает национальный праздник Средней Азии и в чем Туркмения поддержала нашу республику, Салават Мухаммадуллин. Прямо у трапа национальное угощение, цветы и делегация встречающих. Так начался визит Рустама Минниханова в Ашхабад. С аэропорта сразу на встречу с советником президента Туркменистана. Им есть о чем говорить. Товарооборот между этой страной и нашей республикой 24 миллиона долларов. Мы сюда поставили уже 9000 КАМАЗов. Местные нефтяники проходят обучение на татарстанских предприятиях, а КВЗ заинтересован в поставках вертолетов Ми и Ансат. Помогает сотрудничеству и теплые отношения руководителей. Рустам Минниханов – почетный гость на дне ахалтекинского скакуна. В Туркмении национальный праздник и выходной, а самих скакунов называют небесными. Они – достояние страны. Изображены на гербе. Туркмены следят за чистотой породы уже 5000 лет. Вот на ипподроме зрелищные скачки. Здесь же и акробатические трюки верхом на коне. Даже борьба, чем-то напоминающая наш кураж. Как раз национальным традициям и культуре Рустам Минниханов и Курбангулы Бердумухамедов уделяют особое внимание на двусторонней встрече. Республики готовятся к более плотному сотрудничеству. В мае в Казани планируется заседание Татарстанско-Туркменистанской рабочей группы. Для нас очень важно иметь таких партнеров. Значит, вы всегда нас поддерживаете на примере команды. Значит, в самое сложное время вы давали заказ и, конечно, очень серьезно поддержали. Без поддержки не остаются в Туркменистане и татары. Их в стране больше 15 тысяч. Самыми активными встретился Рустам Минниханов. Ваша активность нужна. Молодые, взрослые. Вот у вас везде разнопрофильные представительства. Вот, кажется, более активно нам работать. Помочь могут Дни Татарстана в Туркменистане, которые Рустам Минниханов предложил провести в апреле следующего года. А уже в октябре этого Казань может принять Дни культуры Туркмении. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Туркменистан. К другим темам. Арестованные просят помощи. Сегодня в Казани прошло заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Юристы разбирали дела предпринимателей, которых привлекают к уголовной ответственности. Как отмечают, в стране продолжают брать под стражу бизнесменов, хотя, как следует из послания Владимира Путина, к ним нужно относиться лояльнее. Чем может помочь экспертное сообщество, узнал Дмитрий Аренин. Каким-либо образом украсть деньги просто было физически невозможно. Адвокат Олег Камалов пришел на встречу рассказать о деле своего подзащитного Марата Галеева. На бизнесмена завели уголовное дело, и он уже более года находится в СИЗО. По госконтракту фирма Галеева должна была заготовить для КНИТ УКАИ линию по выпуску полимерных изделий. Но, как сочли после проверки УБЭП, бизнесмены продали вузу готовое китайское оборудование, которое якобы выдали за свое. По версии следствия, ущерб 95 миллионов рублей. Действительно, оборудование закупалось в Республике Китай частично, что не было запрещено условием государственного контракта. КНИТ УКАИ на первом своем судебном заседании сказали, что они вообще затрудняются сказать, причинен ли ущерб
КНИТУ КАИ какой-либо. Детали этого дела сегодня разобрали эксперты центра. Эта общественная организация заработала в республике в конце минувшего года. Как считают, по делу Галеева нужна более мягкая мера пресечения. И на судебный процесс юристы решили делегировать своего представителя. Пункт 1.1 статьи 108 Уголовного процессуального кодекса, он не позволяет заключать под стражу субъекта предпринимательской деятельности. Я считаю, что были все основания, чтобы избрать в отношении него более мягкую меру пресечения. Это домашний арест, залог или вплоть до подписки. Так, сегодня разобрали 4 обращения бизнесменов. Как считают эксперты, в некоторых случаях просьбы обоснованы. Хотим обратить внимание общественности, призвать все-таки наше общество и в том числе наши правоохранительные органы к тому, чтобы подходить более щепетильно к вопросу заключения под стражей. Сейчас в центре 25 подобных обращений. Еще 60 адресовали бизнес-омбудсмену. Существующая сегодня отчетность и статистика, она смешивает абсолютно всех воедино, и мошенничество, которое вменяют, как правило, предпринимателям, оно каким-то образом отдельно практически никогда не выделяется. Как отмечают, такие встречи помогают придать делам публичность и дать экспертное мнение. В случаях необходимости юристы-общественники готовы идти в суд. Уже есть и примеры оправдательных решений. Дмитрий Аринин, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Селяне жалуются на высокие кредиты. Сегодня в Казани озвучили результаты программы господдержки личных подсобных хозяйств. Эффект от них есть. Люди больше не отказываются от своих подворий и строят мини-фермы. Но не без проблем. Почему фермеры хотят изменить некоторые условия программы, узнавал Рамиль Шайтулин. Свои куры, корова, огород. Что-то для себя, остальное уходит на продажу. Примерно так выглядит обычное личное подсобное хозяйство. Все больше селян выбирают их за меры господдержки. Если у меня в поселении было 12 коров, то оно повысилось уже до 15. То есть и население приходит и спрашивает. То есть они видят, что люди получают поддержку, люди получают деньги реальные. Ежегодно это больше 2 миллиардов рублей. Меры призваны помочь в том числе и тем ЛПХ, которые пока не могут похвастаться поголовьем. На каждую козу, корову или, например, кобылу дается энная сумма денег. Получив их, хозяйства развиваются. Востребованным населением виду поддержки является строительство мини-ферм. За предыдущие 4 года было построено 1575 мини-ферм в личных хозяйствах с господдержкой из бюджета республики на 268 миллионов рублей. Проблемы, с которыми сталкиваются селяне, сегодня озвучили на обсуждении результатов программы. Одна из них – сроки, в которые можно подавать заявки. Гуси и утки еще можно закупать, только можно начать закупать в июне месяце. И вот хотелось бы, чтобы вот эта выдача субсидии продолжится до 1 июля. В программе 4-й год. За это время личных подсобных хозяйств стало больше 450 тысяч. Они получают субсидии и займы. В планах депутатов вернуть им и низкие кредитные ставки. Поэтому, когда уж мы говорим на уровне страны о сохранении сельского образа жизни, то в первую очередь надо вернуть эти льготные кредиты. Это на уровне 3-5%. К тому же ЛПХ помогают республике обеспечивать себя натуральными продуктами. В их сбыте и переработке большие надежды на потребкооперативы. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Есть ли достойная замена пармезану и хамону у местных производителей? Ведь эти сыры хотят запретить к ввозу из-за границы. В туротрасли уже назвали инициативу бредом. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Казани состоялось очередное общее собрание участников ООО «Банкаверс», где подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. По итогам 2018 года Банкаверс получил чистую прибыль в размере 1,99 миллиардов рублей. Активы банка достигли 138,6 миллиардов рублей. Участники собрания утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность банка Аверс. Сегодня также был избран совет директоров банка. В 2019 году Банкаверс продолжит повышать качество предоставляемых услуг и эффективность взаимодействия с клиентами, развивая удаленные каналы продаж. Главной задачей банка по-прежнему будет повышение качества активов и сохранение статуса самого надежного банка Республики Татарстан.
В отчетном году Банк Аверс сохранил высокие показатели эффективности бизнеса. Надежность банка Аверс была подтверждена международным агентством Fitch на уровне BB-. Прогноз по рейтингу стабильный и рейтинговым агентством Эксперт РА на уровне РУА- со стабильным прогнозом. По итогам 2018 года Банк Аверс вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, заняв первое место среди банков Татарстана. Одна несанкционированная свалка на 1,5 километра пути. Именно так бы выглядела Горьковская железная дорога, если все мусорные завалы разложить вдоль рельс. Сегодня Росприроднадзор совместно с экологами и прокуратурой сели в поезд и отправились искать нарушителей. К ним присоединилась Юлия Маратова. Вот с этой стороны мусор, вдоль забора. Махитовский район, наводите порядок. Отправляясь в дальний путь, вид из окна не радует. После зимы вдоль Горьковской железной дороги десятки участков с мусором. Экологи, Росприроднадзор, прокуратура традиционно на этом поезде. Объезд 150 километров по 5 районам Татарстана. Мы выявили очень места некрасивые, скажем, это территория Московского района города Казани. Это район Восхода, Васильченко. Очень захламленные места остаются. С каждым годом подтверждается, что очаги возникновения мусора, они практически стандартные. Мы уже знаем, где обращать внимание. Ветер, бездомные животные, мусор разносятся по всей округе. Любая коробка на железнодорожных путях и аварии не избежать. Чтобы найти нарушителя, фиксируется все: место, расстояние от города, кому принадлежит участок. В этом году выявили 90 несанкционированных свалок. Это результат отсутствия договоров некоторых образователей отходов. То есть они уходят от заключения договоров и несанкционированно сбрасывают свои отходы на территории. Зеленодольский район ежегодно признают одним из самых загрязненных. Бытовой мусор находят вблизи дачных участков и гаражных комплексов. Сначала нарушители предупреждают. Если через месяц не устраняют, штраф до 250 тысяч рублей. По закону дачники обязаны заключать договор на вывоз и утилизацию твердого мусора. Подписывают его с региональным оператором. Многие жалуются на тарифы, но штрафы за попытку обойти закон в разы больше. До праздников должны решить этот вопрос. Скорее всего, у вас отсутствуют контейнерные площадки, необустроенные места, и население вынуждено валить там, где ему удобно. Другая проблема – нехватка мест для вывоза отходов. С начала этого года район должны строить контейнерные площадки в зависимости от реальных нужд территории. После майских праздников – контрольный объезд экологов. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Даже мелкий мусор может стать причиной крупного пожара. Он разгорелся сегодня в Спасском районе. На место выехали около 200 спасателей. Это легенда совместных масштабных учений Минлесхоза и МЧС. Напомним, сейчас площадь лесных пожаров в России составляет 15 тысяч гектаров. Самое крупное возгорание в Магаданской области. Рамиль Галиуллин увидел, как может гореть лес. В соответствии с инструкцией незамедлительно сообщил участковый. Из искры пламя. Сначала загорелось сено, а дальше огонь было не остановить. По легенде, пожар начался в Ульяновской области и перекинулся на Татарстан за считанные минуты. Ситуация чрезвычайная. К месту происшествия немедленно выехали пожарные и тяжелая техника. Первостепенная задача – отрезать путь огню. Счет идет на минуты. Постоянно мы отрабатываем. Потому что у нас лесные пожары, Волга здесь, Ульяновская область, рыбаки приезжают, вот это все поджигает. Один из самых эффективных способов тушения пожара – это использование вот такого ранцевого огнетушителя. С помощью него спасатели могут пробраться даже в самую густую чащу и потушить возгорание. Учения совместные. Их организовали МЧС и Министерство лесного хозяйства. Подобные тренировки проводят ежегодно. Их главная цель – познакомить лесоводов республики с технологией тушения пожаров. Задача ведь какая? Первые 2 часа принять именно такие меры, которые бы способствовали по недопущению возникновения уже чрезвычайных ситуаций, как и лесных пожаров, так и пожаров, которые переходят в населенные пункты. Это самое страшное. Если первые 2 часа, 3 максимум, мы не сможем преодолеть, это будет очень тяжело. После того, как сходит снег, количество выездов подразделений всех видов пожарной охраны увеличивается в 5-6 раз. И связано это в основном с тем, что население начинает готовить свои дачные участки. Наряду с учениями проходит конкурс профмастерства. 500 участников со всей республики определяют лучшего лесного пожарного. Конкурсанты преодолевают полосу препятствия. Это же та же трасса в лесу, тоже через деревья лазить, в гору бежать, серло. Как бы все это, по сути, в лесу
сталкиваешься с этим. С 25 апреля по 10 мая в Татарстане особый противопожарный режим. В это время запрещено жечь сухую траву и готовить еду на открытом огне. Не за горами и длинные майские выходные, когда пожарные тревоги могут перестать быть учебными. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Спасский район. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Сохранить историю ради будущего. Ну, во-первых, так сказать, у нас нет профессионалов практически. Этому нигде не учат. Что из себя представляет программа по сохранению памятников на будущие 6 лет, разбирался Сергей Хайдаров. Нога к ноге, плечом к плечу. 600 юных патриотов, наследников победы в Казани. О Всероссийском Союзе расскажет Вероника Гайнутдинова. Фарид Мухаммедшин сегодня подал документы для участия в праймерис. На него уже заявились более 200 человек. Это министры, главы районов и городов, руководители, активисты и политики. Всем им предстоит пройти через политические дебаты и получить независимую оценку. Напомним, внутрипартийное голосование пройдет 26 мая, а выборы в начале сентября. Участвую на предварительных встречах, на дебатах. Безусловно, как и мои коллеги, будем наблюдать за теми активистами, которые симпатизируют нашей партии, или их подготовленность к большой политической работе в качестве депутата Государственного совета нашей республики. И, безусловно, их рейтинг позволит таковых выявить. Сегодня в Москве Ментимир Шамиев принял участие в церемонии награждения медалями Героя труда России. В Екатерининском зале Кремля награды вручал Владимир Путин. По традиции на эту церемонию пригласили людей, получивших это звание в предыдущие годы. Напомним, Ментимир Шамиев был удостоен золотой звезды Героя труда России в 2017 году. Обучение молодых реставраторов, инвестиции в объекты наследия и восстановление памятников деревянного зодчества. Сегодня в Казани представили предварительный план по сохранению истории на ближайшие 6 лет. На контроле в столице 500 зданий и храмов. Какие поправки предложили внести в их программу по сохранению, расскажет Сергей Хайдаров. Видите, идет реставрация по основному зданию, и кроме того будут проведены работы по колокольне. Это самый центр Казани, его историческая часть. Сейчас здесь реставрируют сразу несколько крупных объектов. Это и Петропавловский собор в стиле барокко, где уже приступили к реконструкции колокольни, и здание гостиницы Дворянского собрания XVIII века. Это здание связано с именем Александра Сергеевича Пушкина, Гумбольдта, но именами многих декабристок, то есть жен декабристов, которые поехали из Санкт-Петербурга в свое время в Сибирь. Как этим памятникам дать вторую жизнь, сегодня обсудили на комиссии по охране культурных объектов. Одна из главных задач – сохранить деревянную Казань. Только за 1 год по стране мы теряем 2500 таких домов. В Татарстане их осталось всего 120. Нет специалистов, которые могли бы это делать. И нигде этому не учат. Ни МАРХИ, ни в Санкт-Петербурге, ни ремесленников, ничего нет. Решение кадрового вопроса как раз заложено в стратегии по охране культурных объектов на ближайшие 6 лет. В этом поможет новый образовательный центр для реставраторов. Его откроют на базе стройколледжа. На выходе мы должны получить архитекторов, которые смогут осуществлять авторский надзор и проектировать объекты деревянного зодчества. Только в нашей республике под особым контролем около 2500 культурных объектов. В огромном списке объектов культурного наследия есть немало многоквартирных домов. Притом их состояние – это самая настоящая проблема. Только вдумайтесь, из 175 вот таких вот домов в Казани 107 признаны аварийными. И, наверное, самый яркий пример – это дом в самом центре города, так называемый Миргасовский. Его нужно полностью отселить. Его нужно комплексно реставрировать. Он построен из ветхих материалов, из опилок, буквально из фанер. Вот как его сохранить? Это все проблема. Сносить мы не имеем права. Сейчас программа по охране памятников культуры, что называется, в разработке. Сегодня было предложено внести в эту 6-летку правовой блок и блок, обеспечивающий безопасность таких объектов. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухамметов, ТНВ, Казань. Склоны Казанского Кремля откроют для зрителей парада. В праздник Великой Победы по всей Казани пройдут торжественные мероприятия, концерты и выставки. И самое главное – парад и шествие бессмертного полка. О том, как столица Татарстана отметит 9 мая, у Зарины Ахметовой.
участника страны остались считанные дни. Буквально через 10 дней вот по этой дороге проедут легендарные ИС-3 и Т-34. Торжественным маршем пройдет более 2000 военнослужащих и кадетов. Впервые в этом году увидеть происходящее на площади сможет любой желающий. Прямо на этой зеленой зоне под Кремлем будут организованы места для зрителей. В этом году мы отказались от сцены принципиально для того, чтобы максимально открыть площадку для зрителей. И важно отметить, что в 10 часов мы стартуем сначала с торжественного прохождения, а потом начнется концертная программа. А это выступление тысячного хора и танцевальных коллективов из 1400 человек. Они исполнят песню «День Победы». Потанцевать под песни военных лет можно будет в Парке Победы. Мелодии 30-х и 40-х годов прозвучат в исполнении военного оркестра. Здесь же выступят лучшие школьные коллективы. Пройти по улицам Казани с портретом своего героя в руках. Бессмертный полк вновь соберет наследников Великой Победы. В прошлом году это было более 160 тысяч человек. Сбор участников в час дня в 3 начала шествия. Маршрут остается прежним. С перекрестка Карла Маркса и Толстого до площади Тысячелетия. Вот впереди должна быть надпись: «Растившим хлеб, ковавшим меч победы». Таким будет монумент труженикам тыла в Парке Победы. Как говорит скульптор, передать основной замысел хотел не через людей, а через предметы. Наковальню, меч и колосья пшеницы. Были разные варианты, предлагались и через фигуры, там кто-то строит, кто-то патроны, снаряды выпускает там и так далее. То есть не повествовательный характер, а опосредованный через символы. Памятник пограничникам Татарстана к 9 мая откроют в жилом комплексе «Танкодром». О подвиге железнодорожников в годы войны расскажет новый мемориальный комплекс в поселке Юдино. Подготовка к 9 мая полным ходом идет по всей республике. В Челна День Победы начнут с вахты памяти у Вечного огня. В 10 часов парад. Участниками являются коробки МВД, МЧС, АПОП, все кадетские школы и СУЗы и ВУЗы нашего, студенты СУЗов и ВУЗов нашего города. Парадные расчеты пройдут и по улицам Нижнекамска. Присоединятся здесь и к всенародной акции «Бессмертный полк». Заключительным аккордом Дня Победы в республике станет масштабный салют в Казани в 22 часа. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. И в преддверии 9 мая мы просим наших телезрителей вместе с нами принять участие в подготовке сюжета. Присылайте фотографии или видео своих районных памятников ко Дню Победы. В каком они сейчас состоянии, как благоустроены и следят ли за ними. Сообщение наша редакция принимает в WhatsApp. Номер 8 987 420 0101. От Чукотки до Крыма и все в Казани. Сегодня стартовал всероссийский сбор военно-спортивных организаций кадетских школ «Наследники Победы». 600 ребят из 40 регионов России будут состязаться в военно-тактических играх и спортивных соревнованиях. С юными патриотами познакомилась Вероника Гайнутдинова. Нога к ноге, плечом к плечу. Сергей Коровка из Великих Луг мечтает пойти по стопам отца и стать военным. Сейчас учится в кадетской школе и уже в 3-й раз приезжает на военные сборы Союза «Наследники Победы». Мы тренируем стрелковую подготовку. Все, нас полностью готовят к военной службе. Каждый день у нас идут тренировки подготовки к Союзу. Фехтование, стрельба, метание. Здесь 600 участников, юные патриоты от Сахалина и Якутии до Мурманска, Ростова и Крыма. Большинство ученики кадетских школ, военно-спортивных организаций. Но приезжают и те, кто военному мастерству учится только здесь. Я прилетел вот с далекого края Чукотки. Там мы ничего такого не видели, не знаем, а тут показывается, узнаем много нового. Образовательный сбор «Союз. Наследники Победы» проходит уже в 16-й раз. 6 из них в Казани. В этом году впервые всех участников собрали в команды из разных регионов. Их ждут 12 соревнований. Кросс, плавание, метание ножей, фехтование, силовое тестирование. И более 30 школ образовательных, начиная от школы дипломатии, медицины, геологии. Союз «Наследники Победы» посвящен годовщинам победы в Великой Отечественной и выводу войск из Афганистана. Уроки истории войны нам нужно передавать молодому поколению. Для этого и создается Союз «Наследники Победы», для того, чтобы еще раз вспомнить подвиг наших прадедов. Сборы пройдут до 10 мая, а 9 мая, в День Победы, ребята возглавят колонну бессмертного полка. Вероника Гайнутдинова, Алмазия Динов, ТНВ, Казань.
Помним, гордимся, наследуем. В Казани финишировал автопробег Росгвардии, приуроченный к 74-й годовщине Великой Победы. Автоколонна прибыла в отдельный отряд специального назначения Приволжского округа Росгвардии, где их встретили активисты школьных отрядов. Участники автопробега и гости мероприятия почтили память военнослужащих отряда погибших при исполнении воинского долга. Звездный десант в Казани. В эти минуты завершается фестиваль «Созвездие Йылдызлык». На сцене гала-концерт. Участники 1500 артистов. Через несколько минут они узнают, кто стал лучшим в танцах, пении и конферансье. И сейчас в «Пирамиде» работает наш корреспондент Салават Мухаммадулин. Салават, кто выступает на главной сцене фестиваля? Добрый вечер, Даяна. На сцене сегодня лучшие из лучших. На сцене, за кулисами и в зале 1500 артистов, плюс еще их преподаватели и учителя, а также их родители. Это 19-й фестиваль «Созвездие Йылдызлык». Настоящая татарстанская фабрика звезд. Конечно, здесь участвуют молодые артисты со всех районов республики, регионов страны и даже из-за рубежа. Все они поделены на разные возрастные категории, но все же три основные, так скажем, номинации – это вокал, хореография и конферанс. И вот сейчас идет выступление, практически только что началось, и сейчас я предлагаю посмотреть и послушать его отрывок. Это самый популярный бесплатный фестиваль в стране. И вот в чем его особенность, я заметил за кулисами, когда разговаривал с участниками, так это то, что вот дети от 5 лет до молодежи 20 лет все вместе готовятся, вместе же переживают, шутят и общаются, но в то же время, конечно, все ждут того момента, когда назовут обладателей гран-при. Это сделает премьер-министр Алексей Песошин. Но перед этим я сейчас предлагаю послушать эмоции самих участников и гала-концерта. Не пройдем вначале, прошли, так обрадовались. Сегодня концерт очень незабываемым, думаю, у меня останется. Сегодня я буду петь песню «Хани Фархи Сауме Бахет». Все равно это все волнительно, потому что если человек не волнуется, это, мне кажется, очень плохо. Говорю, что волнение дает энергию какую-то, чтобы мы вышли и всю эту энергию расплеснули. И чтобы зрители тоже были довольны, и сама была довольна. Все, мы будем ловить твою энергию. Все. Спасибо. Как по секрету, на ушко мне сказали молодые артисты, сама победа здесь не главное. Главное участие даже в самом гала-концерте. А обладатели гран-при получат президентские стипендии и премии от правительства. На этом у меня пока все. Победителей услышите в следующих выпусках новостей. Даяна, передаю вам слово. Спасибо, Салават. Напомню, это был Салават Мухаммадулин. Он сейчас находится на гала-концерте фестиваля «Созвездие». Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112», а сейчас прогноз погоды. До свидания. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. 1 трофей на двоих. В Казани разыграли сразу 2 суперкубка России по хоккею на траве. Первую в истории этого вида спорта награду могли выиграть как мужчины, так и женский клуб. Пошли по примеру других видов спорта. Чемпион Суперлиги должен вести борьбу с обладателем Кубка страны. Порадовали девушки уже второй раз в сезоне. Сначала наша команда «Динамо Гипро Неавиапром» стала победителем чемпионата, а сейчас войдет в историю как первый обладатель Суперкубка России. В драматичном финале наши обыграли «Динамо ЦОП» в серии после матчевых буллитов. Среди мужчин в битве за новый трофей сильнее оказались гости из «Электростали». Теперь все внимание ребят будет приковано к Кубку России. По игре на голову выше нас была команда соперника. У нас очень хорошая игра слажена. Здесь никогда за эти 18 полных лет моей работы в клубе у меня столько озабоченности не было, как я это все должен исправлять. В Астраханской области завершился второй этап чемпионата России по ралли-рейдам Золотого Кагана-2019. Экипаж Эдуарда Николаева стал вторым в абсолютном зачете и лучшим в грузовом на авторалли. Камазовцы пропустили вперед только экипаж победителя легкового зачета Владимира Васильева, выступавшего на спортивном автомобиле «Мини Купер». В итоге в топ-10 результатов попали 4 представителя КамАЗ-мастера. У Эдуарда Николаева второе место, у Дмитрия Сотникова третье. Айрат Мардеев четвертый, а Андрей Каргинов финишировал седьмым. Здорово снова оказаться в КамАЗе. Это, конечно, уникальная машина, но перерыв большой. Надо привыкать заново практически.
И в завершении к новостям единоборств. В Москве стартовали чемпионаты первенства Европы по традиционному ушу. В первый день соревнований воспитанники татарстанской школы ушу завоевали 8 медалей различного достоинства. Золото в виде программы «Южные стили» взял Диербек Душайбоев. Престижный турнир будет проходить в столице по 1 мая. Отметим, что в нем принимают участие сразу 9 татарстанских спортсменов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде через минуту. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет пасмурно, +5, +7. На северо-востоке Татарстана солнце спрячется за облаками, +7. На севере Татарстана будет пасмурно и сухо, +6. На северо-западе республики облачно, возможны осадки, до +7. На юго-западе Татарстана будет сухо, но облачно, до +9. В центре Татарстана, как и по всей республике, будет пасмурно, до +8. Спонсор показа ООО «СМУ» номер 12. Однушки и двушки в кирпичных домах с индивидуальным отоплением на берегу Волги. От 57 тысяч рублей за квадрат. ЖК «Приволжский». Загородная жизнь, не выезжая из города. Звоните 561 08 81. Вот смотри, вариант квартиры отличный, в экологически чистом зеленом районе. И где же вы такое найдете в городе? Пыль да газы кругом. Это за городом. Каждый день мотаться туда-сюда. Мама, 15 минут до центра, плюс индивидуальное отопление. Жилой комплекс «Приволжский» от 57 тысяч за квадрат. Загородная жизнь, не выезжая из города. Остеохондроз, грыжа, протрузия. Болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани будет облачно, без осадков. +7, +9. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.